Всем привет-привет, с вами канал Life. И мы пошли прогуляться по Калининграду вечером в воскресенье. Сегодня какое число? 25 июля 2021 года. Очень хорошо с моста видно, как гуляют люди. Это, по-моему, называется набережная Петра. В общем, очень наша красивая набережная, недалеко от нашего дома, где мы живем. И вот здесь люди все гуляют, а мы видим их сверху. Вид очень хороший, потрясающий. Тут у нас и отель, и рестораны, и лавочки, и прогулочные вот такие вот дорожки. А дальше музей Мирового океана. Сейчас мы до него пройдемся по мосту. Там вот остров Канта. Солнце, видите? Скоро закатится уже. Будет закат. Новый мост. Где? Работы прекратились из-за того, что нашли стену, там, по-моему, 14 или 18 столетия построили. Ну и сейчас будет Да, исторический сейчас... разбор, да? Полетов. Да, археологическая экспертиза, и, возможно, будут просто переносить, как обычно делают, когда нужно что-то построить, и они просто делают раскопку. И переносят. Деревья. Видите, мы у макушек деревьев находимся. Здорово, да? Когда ты идешь, а дерево... О, кстати, вот это гораздо выше нас. Смотрите. Да. Машинки ездят, люди бегают. Там все отдыхают в кафешках, сидят, пьют кофе или чай, кушают ужин. Мы вот тоже хотели поужинать, но так и не сообразили, где мы поужинаем или что мы съедим. И пока мы в зависшем состоянии. Максим решил этот вопрос за нас. И Зебра танцует на перилах моста. ух ты, хорошо, что мы там не пошли. Это опять эти лошади из Питера. Я их все время называю лошади из Питера, кони из Питера. Почему? Потому что там они больше всего как мафия такие орудуют в этом Питере. И вот они, эти лошади тут. Одна в яблоко, другая зебра. Как я их не люблю. Они выманивают из людей деньги кучами. Пристают к детям, к людям. Эти лошади. И вот я как чувствовала, говорю, давай с этой стороны, наверное, пойдем. И ведь не зря. Выманивай, сразу голову снял, раз, дайте денег. Да, лошадь сразу же снимает свою голову, когда что-то не так. Ой. Я же говорю, что он на перилах. А если он упадет? На одну лошадь меньше будет. Пошли. И там не высоко он стоит на углу. А он на углу стоит, он падать-то назад будет. Нет, там вот такие перила. Смотри. Мамочки, как страшно лошадь пляшет, а. Если будет падать либо. Ясно. Ну давай покажем. Вот видите дальше как. Когда идешь вот от этой набережной к музею Мирового океана. И вот так тут очень хорошо, красиво. Вот. Дудуванчики. Я все снимаю этих лошадей, которые сейчас упадут, как будто бы. Упадет? Да я боюсь вообще. Слушай, он не боится, ничего страшного, значит. Он его особо и падать, конечно.
Я надеюсь. Выглядит отсюда жутко. Как будто он прямо сейчас там вниз, знаете, в самый-самый с моста долбанется. И нет одной лошади, как говорит Вова. Выглядит ужасно. Я еще их немножко сниму. Они там ведь своими попами еще крутят. Смотрите. Мне кажется, надо называть наше видео сегодня «Смертельный номер». Лошадь рискует собой ради 200 рублей. Собой, крутит жопу. Смертельный номер. Лошадь рискует собой, крутит жопой. Так мы и назовем. Ай, кошмар. Вот биржа, здание биржи Калининградской. Там стоят корабли. Сейчас покажу. Вот. Видите, музей Мирового океана. Мне кажется, она называется набережная Петра Великого или Петра Первого, я как сейчас помню. Красота. Вот маяк Ирпенский. Его недавно на днях признали культурным наследием. Видите, маяк теперь Объектом культурное культурного наследие. Ну, он последний плавучий маяк вообще, который был выпущен. Плавучий маяк. Видите, как красиво звучит. Последний плавучий маяк. Видите, солнечная дорожка на воде. И кораблик едет. Рассказывает туристам, как у нас есть съемка про такой кораблик. Биржа. Она теперь музей изобразительных искусств. Мы пошли в Южный парк. Хотим там погулять сегодня, потому что жарко у нас. Очень жарко. Днем было около 30 градусов. Но для Калининграда это катастрофично. Потому что жарко, очень встает душно. И вот сейчас идешь, вот время уже 8 час, пол-8 скоро. А такое чувство, что жар-то ведь и не спадает. Так же душно, так же жарко. 28 на улице. Хотя время-то уже вечер. Мы идем по улице Ленинский проспект. Да, ведь он сейчас продолжается же. Прогуливаемся дальше. Тут более-менее тенек так. Но ветра почти нет. Однако здесь, вот где пониже, может быть чуть-чуть полегче дышать. Вот. Обычная улица. Все люди ходят. И, слава богу, пока мы не видим моряков. Сегодня день Балтийского флота, да? Или военно-морского просто? По-моему, Балтийского флота. Ну, в любом случае, все моряки сегодня кричат, ездят на машинах с флагами, купаются в фонтанах, выпивают и празднуют. Вот. А мы их побаиваемся, если честно. Как-то немножечко остерегаемся таких людей. Тем более, что они, немножко неадекватные бывают. Бывают нормальные, но мы разбираться не хотим. Кто есть кто? Кто есть кто, да. Я думаю, надеюсь, что в парке их не будет. Что мы просто спокойно погуляем. Мы решили сходить в Папаша Пеппи на Ленинском.
Вот, значит, домашние лимонады, милкшейки, пицца римская. Так, а тут что? Меню. Давайте посмотрим, что тут есть для вегетарианцев. Баклажан со строчателлой. Так, это томатная сальса. Брокколи с кунжутным соусом. С томатами черри и кедровыми орешками. По идее, должен быть хороший. Баклажаны пармиджано в соусе из томатов с моцареллой, сыром пармезан, томатами черри и базиликом. Интересно как. Очень вкусное блюдо. Может быть, попробуем баклажаны пармиджано? Как интересно. Видишь, тут много чего есть для вегетарианцев уже. Сразу же мы тут понаходили. Да, видишь, они... Теплый салат с баклажаном. Однажды я уже попробовала такой в Папаша Беппи. И меня это очень разочаровало, к сожалению. О, супы. Минестроне. Самый популярный легкий итальянский суп из разных овощей. Порчини. А вот это мне нельзя. Вот тебе можно, а мне нельзя такое. Так, том-ям. Я, может быть... Ну вот именно на этом супе минестроне тогда и получилось так, что он как будто был из бульонного кубика. Может, это такой набор итальянских... Картофельное пюре я могу... Смотри, густой чечевичный суп с пармезаном, морковью, стеблем сельдерея, сладким перцем, тимьяном и чиабаттой. Представляешь? Может, попробовать? Не знаю, я пока точно не буду. Но ты минестроне не хочешь. Я думаю, о Вот. баклажанах, которые были, я без супа. А, ты вот такие хочешь баклажаны? Вот те? Вот эти? Да. Попробовать, да? Может, один взять на двоих? Ну, давай попробуем один. И суп я буду, наверное. А тут что еще? Ну-ка, давай еще тут. Ух ты, спагетти с сыром строчателло. Ризотто спиначи. Шпинат, репчатый лук, сливочный крем, пармезан, черри, базилик. Боже, сколько тут всего для вегетарианцев. Может, все-таки ризотто или спагетти? Ты для себя смотри, я пюрешку буду тоже. Пюре? Пюре, да. Чтобы сжоги не было. Ух ты, как интересно, какое меню прям. Картофельное пюре тут есть отдельно, да. Ты хочешь баклажаны и пюре, так? Ну, неплохо, неплохой выбор, я тебе скажу. А это что такое? Ой, это же настойки. Нет, такое нам нельзя. Так. Пиццы. Пиццы нет. А десерт, может, какой-то хочешь? Смотрю. Так, что тут, Надь? Брауни, мороженое, шоколадный торт от Папаши Беппи, чизкейк на белом шоколаде, Наполеон с грецким орехом, крем-брюле на ржаном хлебе, как интересно, нежный кофейный тирамису, крем-брюле на ржаном хлебе. Вау! Так, чай какой? Эрл Грей? Эрл Грей. Чай Эрл Грей, да. Вот сейчас я покажу нашим зрителям. Чай Эрл Грей, дикая вишня, ассам, синчамар, винтау, жасмин, чунхау. Чунхау. Спаселякшун. Ну, попробуем, ладно. Эрл Грей. Все, сейчас все будем заказывать. Вот так все тут выглядит. Довольно симпатично. И мы в масках такие, ха-ха-ха. Нам принесли булочки, чтобы мы угощались. Фирменные. Угоститься, наверное, надо. Такие красивенькие прям. Угу. Из печи. Да. Нам также принесли чай. Оригинальный чай. Да, такой чайничек. Вот прям у нас стол теперь накрыт. Мне принесли пасту помодоро. Сейчас попробуем, как оно на...
Смотрите, принесли баклажаны пармежано и картофельное пюре для Вовы. Но на вид выглядит жирновато из-за расплавленного сыра и сока баклажан. Я бы не сказала, что это, наверное, масло, это сыр, да, вот, Вов? Ну, сейчас будем пробовать. Мы сейчас собираемся уже уходить. Скушали все, что могли, было вкусно. Вот. Мы сейчас уже собираемся. А мы отдали за обед 800 рублей на двоих. Я считаю, нормально. И решили не ходить в Южный парк. Владимир Николаевич себя как-то странно немножко чувствует. Это не из-за еды, это из-за, наверное, той же прививки, которая до сих пор еще его мучает. Вот и мы пойдем на фонтан. Так, идем к фонтану. Сначала надо переодеться, потом протереть ноги, чтобы сразу идти на фонтан. Ух ты! Какой красивый фонтан, светящийся. Представление, по-моему, 20 €. Время 20:55. Ну, он же зажегся, вот он. И есть, наверное, это представление. Ну, может быть, они время немножко перенесли из-за темноты, что темно должно быть. Ура! Фонтан! Дети все плескаются в фонтане. Я сейчас вас сниму еще чуть-чуть и все, и сяду обратно. Хорошо. Ну, я думаю, что да, потому что лето, темнеет поздновато. И вот 21:40 самое то будет, потому что там все будет темно уже. Вон, смотрите, какой закат красивый. Дети, раздолье. Ура! 12:00, 17:00 и 21:40. Завтра будет. Ух ты! Ух ты! Мы уже на другой стороне моста поднялись здесь. Вот так выглядит фонтан. Сверху красотень такая биржа. Там остров Канта весь с подсветкой. Закат такой розоватый. Люди ходят. Подсветка интересная на острове Канта. Да, красивенько. Вот кафедральный собор. Люди гуляют.
Так красиво здесь. Там вот подсвеченные скульптуры. Здорово. И приятный вечер летний. Так тепло, хорошо. И вообще, знаете, вот задумываюсь иногда, что Запах листьев, по-моему, до сих пор здесь. здорово. Наверное. Задумываюсь иногда, что вот, мы, бывает, не ценим минут даже наши часы, проведенные там, в каких-то хороших местах, или то, что мы можем ходить, говорить, дышать, видеть, слышать. У кого-то этого нет. И я понимаю, что вот у меня сегодня ребенок, он налил себе бутылку воды. Бутылка была из-под Кока-Колы, он налил из 5-литровки, чтобы в день попить воды побольше. Ну, мол, надо налаживать питьевой режим. И он говорит: я не хочу воду, она невкусная. Я хочу что-то пить там, ну, не знаю, сладкое, там, газировку, сок. Я говорю, если бы ты попробовал не пить пару дней, вода для тебя стала бы самой-самой вкусной на свете. Я могу пробовать, могу не пить воду 2 дня. Я говорю, ну, кроме воды тогда ничего больше нельзя пить. Не только воду нельзя, и другие напитки. И даже, там, не знаю, суп, даже это нельзя. Он такой, угу. Ну и что, я все равно не буду. Я говорю, тогда тебе нужно попробовать. Не буду я пробовать. Испугался. Но если бы он не пил 2 дня, вода стала бы для него амброзией бы, самой божественной бы, нектаром настоящим, лучше любой кока-колы, сока. Лучше всего на свете была бы вода. И я говорю, закрой нос, не дыши 2 минуты. Ты поймешь, что такое воздух. Вот представляете, где бы вы сейчас ни находились, у вас есть самый невероятный дар. То, что вы можете дышать и что есть воздух. Представьте, у вас бы его просто забрали. Воздух. Все. Сразу же было бы, ну, просто кошмар был, правда? По крайней мере, это методика, это хорошая для того, чтобы человек научился ценить то, что у него есть, то, что он уже привык считать, это уже, ну, по умолчанию так. Вот и не по умолчанию. Да, также с людьми. Они, бывает, прощают нас, делают что-то для нас хорошее. Но мы это начинаем замечать только когда уже их потеряли. Мы сначала пользуемся их вниманием, думаем, что они нас любят бескорыстно, делают все для нас. Мы не замечаем, что каждый день происходит, что для нас кто-то что-то делает. А потом, когда это проходит, тогда только начинаешь ценить. И так во всем. Человек, он должен ценить все, когда это у него есть. Я так считаю. А вы что думаете по этому поводу?